Наше население 250 тысяч людей. На обслуживание, административное обслуживание 250 тысяч людей не нужен такой большой штатное расписание, такой аппарат управления. Он не нужен, нет необходимости. Предложенная нами структура выглядит вот так. Измененная структура государственного управления. 5 министров, не более. 4, которых я назвал, силовой блок, не знаю, как сказать, это мы должны вместе обсудить. Все остальные функции переданы в департамент. Мы должны отсюда дать штатное расписание, должностные инструкции и ответственность. Написать им прямо в законодательной форме, выдать всем, чтобы кто бы ни пришел к власти, как бы он ни пришел лояльный, нелояльный по отношению к своим служебным обязанностям, он понимает, что больше этого штата невозможно, но результат ему нужно достичь вот этот. Это должно прийти законодательно. Это наша реальная картина. Нет необходимости содержания на 250 тысяч людей Министерства энергетики, или Министерства транспорта или других. Этого достаточно условий департамента. Этого достаточно. И в итоге мы получаем, что заместителя нету ни одного, 4 ключевых министра получаем, и 18 государственных комитетов нету. Все обнулено. X3 программа. Но как эта программа работает и что мы здесь можем делать? Мы говорим, у нас есть президент. Президенту подчиняется Абхаз-Госплан ЦУРАР. К Абхаз-Госплану, так называемый департамент статистики и архитектуры, для формирования планирования, ведь у любого планирования должен быть горизонт. И чем дальше горизонт планирования у каждой страны, 25, 30 лет, 10 лет, чем дальше, тем страна считается более практичной, более состоятельной и так далее. Вот насколько мы дальше сможем свой горизонт планирования обеспечить еще самими реформами, это будет показатель высокого уровня развития нашего общества. Сюда мы можем подключиться и самостоятельно, но мы четко должны понять, что это самостоятельно сделать невозможно. Над этим работают институты, которые нам должны помогать и решать. Абсолютно понятно, что если мы не начнем реформы, то дальше мы будем также стагнировать, опускаться, наш уровень жизни, всегда будем на него жаловаться. Нам нужна динамика развития нашей экономики, нашего общества, чтобы качество жизни наших людей с каждым годом, с каждым днем улучшалось. Первое, если вы согласны со мной, посылаем посыл в избранное руководство, что мы готовы, парламент готов трудиться, работать во благо реформирования всей этой нашей отрасли. И мы готовы еще раз и еще раз показать. Это цель сегодняшнего моего выступления и вот этой презентации, довести до коллег то, что мое видение, как оно должно выглядеть, и получить от вас самое главное согласие, одобрение, чтобы мы все стали участниками именно этих реформ, чтобы мы все на себя взяли. Это не только мой труд должен стать, это должен стать трудом всех наших депутатов. Если мы сегодня дадим свой посыл и покажем направление, что мы готовы работать с точки зрения законодательства и участвовать в процессе реформирования, я думаю, это будет хороший показатель для исполнительной власти и поддержка, что страна готова к реформам.